Dik Hezbaya, gras Yazoš Varso. Так, şimdi soburdayım. Hayt nada atsaras şista efir khriwala. Wa alaikum assalam. Chin kho noqchichu. Allah res kho. Wa alaikum assalam. Digdo. Yerik mikrofon temtu akhiras. Худушу долча масана мокш. Так, Пабло Эскобар, Рамзан Кадыров, Летер, Варя, Тейламовицу. Üç qibiytsam zaлясон, тюарду бийцам. Üç mürş bu haytan, хотя хуштари масана, üç mürş bu üç huyu. Так, юва üç бийчи. Nisa da цархитсун. Цанаур. Nagga bийцар мумдайцар. Иштаудук Пабло. Прогресс. Дикция саала просто. У меня сейчас другая аппаратура, не моя. Могу погромче говорить. Ва алейкум ассалам, Мага Юлаев. Qıytırsa прогресс, qıytır. Ва алейкум ассалам. Иса Мусаев. Марша Вовел, Шумасу, Марша Довел. Так, кто слушает этот эфир? Жим Соболдешуса, потом уже хочу начать опубликовать и на Маяцаре, что будет эфир. А так получается у меня в последнее время, тем более я сейчас в поездке все еще. Выхожу в эфир, когда у меня это получается. Кстати, не с телефона было тяжело читать вопросы, комментарии. Вот. Сейчас. Аж ночи цахайтарсо при тумсо волчуха хаттардуе. Вот со волчаву. Так, Маркович Виктор, ва алейкум ассалам. Я думал, что вы уже дома в Норвегии. Нет, я не в Норвегии. Я недалеко. Я рядом. Вот. Ва алейкум ассалам. Все еще в поездке. Как раз сегодня встречался с братьями. И как освободился, думаю, по-любому сегодня надо выйти в эфир,
пообщаться с вами, а то будет неправильно, потому что сегодня такая знаменательная дата, 26 ноября. Вот я хотел бы коснуться некоторых моментов, вспомнить эти события. Вот. Я надеюсь, у меня видео как бы не отстает. Надеюсь, что связь хорошая. Так, секунду. Айсан Мусаев, почему молчишь? Ты всегда задаешь интересные вопросы. Что там, как там? Ага. Аппаратура Эльс. Так где? Айжнохчи. Ага. Понял. Понял. Куда оно делось? Волча. Я истянга уца сун. Асмаадара со волчаву. Понял, Маркович Виктор. В Украине все нормально насчет связи. Это хорошо, когда связь хорошая. А что такое связь? Я знаю хорошо. Когда-то еще во время Первой войны мне приходилось работать в связи. Ну, это радиостанции, частоты, программирование. Вот. Очень так знаком с этой техникой. Так, люди заходят. Ну, это моя вина просто. Мне надо было опубликовать, сделать анонс, что сегодня будет эфир. Ну, с одной стороны, у меня просто уверенности не было, потому что я находился сейчас на встрече с нашими братьями. Как освободился, вышел в эфир. Айсан Мусаев. У меня кот шнур перегрыз. Вот и виснул. Хума хазола. Кот. У меня кошка. Ну, рыжая кошка. Котенок, можно сказать. Так, ладно, начнем. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я приветствую вас всех. Как я сказал, сегодня я по-любому должен был выйти в эфир. Сегодня знаменательная дата, 26 ноября. Это дата, когда мы одержали свою победу в городе Грозном, столице Чеченской Республики Ичкерия. Исмаил Ацаев, ва алейкум ассалам. Алхамдулилlah, все хорошо, все как надо, все как я планировал, а я планирую очень хорошо. Прохожу по всем пунктам. Так вот, сегодняшняя дата. В 1994 году Россия делала все, чтобы найти причину такую официальную,
обвинив чеченскую сторону, чеченцев, и вторгнуться, совершить агрессию на территорию свободного независимого государства Чеченской Республики Ичкерия. И для этого она нашла таких людей, если их можно так назвать, и снабдила их оружием, начиная от автомата Калашникова до танков и вертолетов, финансировала эту группировку и провоцировала нас, чеченцев, на конфликт, внутренний конфликт. Когда это не произошло, когда мы не стали стрелять друг в друга, то они уже стали действовать в открытую. То есть вторглись в чеченскую столицу, город Грозный в то время. И я хочу подчеркнуть, потому что многие ошибочно называют эту бандгруппировку чеченской оппозицией. Это были бандиты, и я могу даже конкретно сказать, что это были российские войска, потому что если приказы, указы поступают из Москвы, от Генштаба России, и они в руках держат автоматы, оружие, которое выдал этот Генштаб и спецслужбы России, ФСК в то время. И если у них была зарплата, которую они получали от российских спецслужб, то это российские войска. И вот эти российские войска вторглись 26 ноября в нашу столицу, город Грозный, и потерпела первое свое поражение, то есть российские войска потерпели поражение в городе Грозном. И это был их первый штурм российских войск. Я сейчас не буду все пересказывать, как все это происходило, потому что до этого я делал здесь на материал, тут этот материал стоит на главной странице, и там я прошелся по всем пунктам, как эти войска входили, с каких сторон, то есть с 3 сторон, и что происходило в городе Грозном. Я помню эти события, помню еще до штурма, как мы с отцом, в то время он начальник генерального штаба, вот создавал оборону чеченской столицы. То есть вокруг чеченской столицы у нас находились блокпосты. Это в Долинском, в сторону города Аргуна, в Заводском районе, возле Петропавловской, то есть вокруг Грозного. Но в этот день, 26 ноября, нам было выгоднее не держать оборону там, а лучше их запустить в город, эти танки. Их запустили в город, и в центре города Грозного был нанесен сокрушительный удар. То есть большинство этой бронетехники было уничтожено. И я примерно так могу сказать, где-то в районе 60 бронетехники. Так, это были танки, БМП, БТРы. И некоторая часть, вошедшая в город техники, российской техники, были взяты в качестве трофеев. И было захвачено более 100 российских военных. Потом вы помните, как они выступали на камеру, признавались и называли даже воинские части, которым они принадлежали. А воинские части были, можно сказать,
элитными частями российской армии. Это была Кантемировская и Таманская танковая дивизия. Россия делала все, отрицала тот факт, что в наших руках находятся российские военнослужащие. И это были контрактники, скажем так, и кадровые офицеры, которых вербовала в то время ФСК, спецслужбы России. И вербовкой занимался в то время возглавляющий эти спецслужбы Севастьянов и Степашин. А так они подчинялись Генштабу России, это группировка, которая вторглась в город Грозный, и, конечно же, Борису Николаевичу Ельцину, президенту России в то время. Вот так мы одержали эту победу 26 ноября 1994 года. И уже потом, как мы знаем, они начали первую русско-чеченскую войну. Хотя наша власть, наше руководство в лице Джохара Дудаева, нашего первого президента, обращалась к Кремлю, Борису Ельцину, чтобы эта война не начиналась, потому что это будет безумный шаг и повлечет за собой большую трагедию, кровь с обеих сторон, что и произошло. То есть Россия пошла на безумие, совершив агрессию на территорию свободного, независимого чеченского государства, Чеченской республики Ичкерия. Вот Дина вей табойль был, вежершина Аллах азут кобал дойль. Пусть Аллах примет их газават, пусть Аллах помилует их. Аллах азут кобал дойль симасфера. Значит, сейчас прочитаю ваши комментарии. Так, Иса Мусаев, я согласен с заголовком этого эфира. Я так понимаю, что начало русско-чеченской войны – это не 94-й год, декабрь, а 26 ноябрь – это 93-го. Это правильно? Нет. Первый штурм чеченской столицы произошел 26 ноября 1994 года. То есть война началась не в декабре, а в ноябре. Маркович Виктор, какую роль во всем этом играл Хасбулатов? Хасбулатов был на стороне России. Он был, как я сейчас подкорректировал, как это называют, оппозиция, но это не так, это было бандформирование. Вот. То есть помогал им совершить эту агрессию. Хотя мог стать на стороне чеченского народа и сделать все возможное со своей стороны. Но он этого не сделал. Магомед. Иса Мусаев, насчет Хасбулатова, да, я согласен. Вот, как я говорю, он был на стороне России, на стороне этого бандформирования. Ва алейкум ассалам. Сейчас.
Хаматхан Алмазов. Валейкум ассалам, брат. Поселок Бай, город Тата, Венгрия. Я душой и сердцем всегда с тобой, да убережет тебя Аллах. Пусть Аллах бережет нас всех. Аллах Рейсху. Я благодарю тебя, брат. Насколько я помню, это ты, который писал, что служил в поселке Бай, в Тате, Венгрии во время Советского Союза. Аллах Рейсху. Масира Дурти Аллах Аз Кобл. Пабло Эскобар. Моя хайн церш няни службастан. Исмаил Ацаев, насчет котлована я не знаю, первый раз слышу. Амин. Да, лазут хобл дверси масира. Сейчас пройдусь по вопросам. Мартин Пак, этот оператор еще жив, который всегда снимал в военное время у Ютаева интервью, который брал. Но я сейчас не могу припомнить. Да, я помню интервью Ютаева, но кто именно брал, сейчас вспомнить не могу, потому что во время войны, во время Первой Российско-Чеченской войны, во время Второй Российско-Чеченской войны были убиты также военные корреспонденты наши, чеченцы. Просто я сейчас голос вспомнить не могу, кто именно задавал эти вопросы Ютаеву. Моисей Хамхи, валейкум салам, всем правоверным. Так, брат, хотелось бы услышать про последние дни вашего отца, как и кто его предал. Да лазу хобалдал, цунна ваймас волчбусал адмия. Аминь Аллах. Аллах лазу хобалдал масира. Я много раз говорил на эту тему, отвечал на этот вопрос многократно. Не было там предательства, никто его не предавал, не указывал на место, где он находился в то время. Российским спецслужбам удалось узнать местонахождение нашего президента, и он был убит. И как я раньше говорил, я просто сейчас сжато так скажу, потому что я много раз об этом говорил, и специальную передачу даже делал. В его тело попало 5 пуль 2 калибров, и эти пули вошли с разных сторон. Ну, алхамдулилlah, что он не попал в руки живым. Тогда всем нам, мне тоже, как сыну, было бы тяжело видеть ту картину, которую нам показали бы после того, если бы он попал бы к ним в руки. А что происходит после этого, мы знаем их методы. Вот. И я горжусь, что все наши лидеры, именно все, поочередно, один за другим отдали свои жизни, не попадая к ним в плен, ушли так достойно,
защищая честь нашего народа, я даже скажу Кавказа, это герои Кавказа. Аллах Азза Ваджалля всем асира. Адам, почему эта война началась? Потому что в Кремле есть такие люди, которые не задумываются о своем народе, тем более о других народах, соседях. И вот так ради своих интересов или там амбиций они могут спокойно начать войну на чеченской земле, войну против наших братьев-ингушей, наших братьев-дагестанцев, или же наших братьев-грузин, или же в других республиках, странах. Мы видим эту картину, что происходит сегодня в Украине. То есть все по вине Кремля. Нет здесь нашей вины, чеченской вины, или вины украинцев, или вины грузин, что вот шли такие войны. Руслан Адмиралов, я как раз таки, ты сейчас пишешь про 105-й и 205-й полк, я об этом много раз говорил. Если ты знаешь больше, ты можешь сделать видео, записать видео и выложить эту правду. А так, то, что я знал, я об этом уже сказал. Ичкери, извиняюсь. Алейкум ассалам. Саваш, твой круиз продолжается. Ну, даже, может, назову не круизом, а рабочей поездкой. Я, как и планировал эту поездку, так у меня все это получается, алхамдулилlah. И примерно я так представлял эту картину, своей встречи с нашими братьями. И я даже примерно знал, какой будет разговор. Вот. И я очень доволен этим. Я очень доволен. И, иншаллах, из этого есть большая польза. Вот. И дела пойдут. Иншаллах. Моисей, баркалса вашаллах рейсхою. Адам Орство, Аллах даякал воль, и он не стал на колени. Они стали шахидами, иншаллах. Иншаллах, все те, которые отдали свои жизни, наши братья и сестры, лидеры, муджаиды, их не сломили. Они погибли на пути Аллаха ради своего народа, ради чести нашей, ради чести народа. Аллах Азза Ваджалля всем асира. Так, Иса Мусаев. Ельцин, президент Российской Федерации, утверждал, что это не российские военнослужащие и танки не его, как и Путин про Украину. Дата Первой русско-чеченской войны 26 ноября 1994 года. Я тоже согласен с этой датой. Мы можем свободно говорить, что война началась 26 ноября. Когда они потерпели вот это поражение,
публичное на весь мир, то вы помните, что они начали бомбить город Грозный, чеченскую столицу. Я помню первые бомбы, куда падали, там в Старопромысловском районе, микрорайоне и в других районах чеченской столицы. Вот так начиналась первая русско-чеченская война. Сейчас, секунду. Маркович Виктор, я читал, что Джохар Дудаев дал политическое прибежище первому президенту Грузии Зviadu Gamsakhuldie. Вам что известно о причинах этого события? Ну, скажу коротко. Джохар Дудаев принял Зviadu Gamsakhuldie как следует, как брат брата. Вот по-братски, вот так скажем. И он был, после убийства, Зviad Gamsakhuldie был похоронен в Грозном. И я присутствовал на этих похоронах, я помню этот день хорошо. Вот это герои Кавказа. Инкерман, Манзор, ты помнишь всех ребят, которые служили в Венгрии? Парень один в одно время начальником столовой был после срочки. Ну, я в то время, сколько мне лет? Мне было 6 лет. И мы жили там 6 лет в Венгрии. То есть я уехал оттуда, когда мне было 12 лет. Лица помню, вот имена не всех помню. Я знаю, что еще до начала Первой российско-чеченской войны эти братья, эти сослуживцы моего отца приходили в главный штаб в 1994 году, в августе, в сентябре, в октябре 1994 года и записывались как добровольцы и встали на защиту нашей Родины. И я знаю некоторых, которые погибли, были убиты во время этих войн. Аллаха зутхобалдар сеймасера. Краш. Джохар Дудаев всегда публично осуждал все диверсионные акты на территории России. При этом на видео обнимает Шамиля Басаева после операции в Буденновске. Прокомментируй, пожалуйста. Ну, а вы в курсе, что операция в Буденновске – это был диверсионный акт, но так получилось, что отряду Шамилю Басаева пришлось находиться в окружении в больнице. Кто-то называет это роддомом, это неправда. И лучше было бы спросить у тех людей, которые находились заложником, что это было на самом деле. И кто убивал их. А убивали штурмующие это здание. Как я знаю, и сам Шамиль Басаев говорил о том, что это был диверсионный акт против вертолетной части, кто-то называет это вертолетную часть, хотя там взлетали самолеты тоже, не Л-39, как они, Су-24, и бомбили
территорию Чеченской Республики Ичкерия. Вот куда направлялся Шамиль Басаев тогда. Но в России часто об этом напоминают, там Буденновская и другие там акты. Но почему не говорят о тех акциях таких, когда российская авиация бомбила населенные пункты, убивала мирных жителей, стирала эти населенные пункты с лица земли, применяли запрещенные виды оружия, это кассетные бомбы, это шариковые игольчатые, это вакуумные бомбы. И все виды оружия, все виды ракет, снарядов и бомб. Вот об этом надо говорить, до того, как осуждать там других. Мартин Пак, как ты думаешь, Анзор, если начнется война Грузии с Россией на границе с Чечней, пойдем ли мы против врага общего? Поможем ли мы против общего врага, то есть ичкерийцы? Я сейчас не хочу говорить про войны, я хочу быть в стороне всего этого, потому что некоторые люди без стыда заходят там и говорят, к чему ты призываешь, почему ты хочешь третьей войны. Нет, конечно, мы не хотим войны. И дай Всевышний, чтобы больше войн на Кавказе не было. И я надеюсь, что просто в России найдутся такие лидеры, если найдутся, которые будут думать о своем народе и искать отношения со своими соседями, мирные, искать мира. А то, что будет, мы не знаем. Мы друг другу помогали, хотя, наверное, было бы лучше, если бы помогали бы открыто и в больших количествах друг другу. Посмотрим, и дай Всевышний всем нам мира. Так. Сейчас, секунду. Давид Голдберг, ты пишешь, после того, как русские начали бомбить больницы, школы, детсады Чечни, Дудаев перестал осуждать эти диверсии. Можно сказать, что мы имели больше права, мы все чеченцы, и Дудаев, и весь чеченский народ, и не осуждать эти действия. Знаете, нас бомбили, наших родственников, братьев, сестер, отцов, матерей, убивали детей, убивали российские войска. И надо говорить об этом. Во время этих двух войн было убито около 300 тысяч жителей Чеченской Республики Ичкерия. Это не только чеченцы. Об этом надо говорить. И более 42 тысяч из них это дети. Это дети. Рахим Камалов, Анзор Джахар Мусаевич Дудаев, где похоронен? Скажи, пожалуйста, говорят в горах. Я даже не буду говорить и в каком месте. Потому что мы знаем
есть тому причины. Я сейчас эти причины просто выговаривать не буду. Сын Ичкерии, это был очень страшный день. 26 ноября все ужаснулись. Я помню, настроение народа были в шоке. Не только чеченцы, но и вообще в мире. Как это за такой короткий срок они вторглись в нашу столицу и были уничтожены в районе 60 единиц бронетехники. Это большие потери. И я даже помню, что мы все равно не верили, что начнется война, такие крупномасштабные боевые действия с применением авиации, реактивных установок, «Град», «Смерч», «Ураган». Но вот эти варвары начали войну. Так, Шибилов я Тимур. Он погиб в Иркутске. Конечно, я не смогу вспомнить, кто он. Нет, я не помню. Я Хаматхан Алмазов. Отвечаю на твой вопрос. Адам, у Шамиля, то есть Басаева, 7 убили. Кто их убил? Российские войска, российская авиация. Российские бомбы упали на населенный пункт, чеченский населенный пункт. И было, как я помню, убито 12 близких родственников Шамиля Басаева. Алладе Албовиш Масуа. Иса Мусаев. Были военнопленные, кровожадные чеченцы съели их. Пришлось, наверное. Анзор, что было с ними? Насчет военнопленных в тот день, 26 ноября, да, как я говорил, более 100 российских военнослужащих, солдат и офицеров элитных частей Кантемировской и Таманской дивизии были захвачены в плен. Они обратились к своему военному командованию, руководству России, назвали свои воинские части, и потом, что стало с ними, их передали, отдали российской стороне. Никто их не бил, никто их не ел, не съел, их отдали. Василий Долгтрев, добрый вечер, рад вас видеть. ЮКН. Именно русские бомбили роддома и больницы, и школы, и садики, и похоронные процессы, где скапливались люди и рынки. Да, это так. Я даже передачу делал здесь, говорил про авиацию России, как они бомбили вот именно эти объекты, даже вот похоронные процессы, то есть люди не могли хоронить своих близких в дневное время. Они делали это ночью. Я имею в виду в зоне боевых действий.
Так, я тут нашел. Маркович Виктор Анзор. Такой вопрос. Джохар Дудаев выступал за единое государство мусульман на Кавказе. Или тогда еще так вопрос не стоял? Была организована конфедерация кавказских народов. В чем идеи этой организации? Ну, не только мусульман, потому что не только мусульмане живут на Кавказе. Это наши соседи, это наши братья. Для нас, как я помню из выступлений наших лидеров, Джохара Дудаева, они говорили, они предлагали единство на Кавказе, а именно для того, чтобы обезопасить свой регион, свои земли от возможной агрессии. Вот что нам не хватает на Кавказе. Вот этого кавказского единства. Вот в чем это заключалось. Ибрагим Тайгибов, я даже не знаю. Валейкум салам. Я был маленьким и думал, вы хотите нас убить. То есть, ты не чеченец. Нет, мы никого не хотели убивать. Войну нам навязали. Представь вот такую картину. Прилетают самолеты, заходят в твой населенный пункт, танки, и обстреливать все живое. Твой дом, соседи, всю улицу, весь этот населенный пункт. Стирают с лица земли. А потом проводят зачистку и добивают. Вот как нам показывали в советских фильмах. Как фашисты заходят в населенные пункты и расстреливают людей. Вот то же самое происходило. И эту войну нам навязали. Мы не хотели этой войны. Ни один наш лидер не призывал к войне. Не призывал. От Джохара Дудаева и Аслан Масхадов все призывали Россию к миру, чтобы они не допустили начала войны, зная, что такое война, зная, к чему это приведет. Ва алейкум ассалам, смотрящие. Алхамдулилlah, шадик дигду. Хумдац, нахан йохшта, что было. Алматинец, ва алейкум салам. При штурме Грозного к какому подразделению попал в капкан 131-я Майкопская бригада? Там только абхазский батальон был, и кто непосредственно командовал этой операцией? Насколько я знаю, да, там были наши воины из этого батальона, и руководил там Али Адаев, он там же погиб на ЖД вокзале, а также был Иса Аюбов, он был из главного штаба, подполковником, вот. Я их знал лично, и они погибли именно в этих боях. Первые числа января 1995 года. То есть там не только абхазский батальон был, там были и другие
воины, как и добровольцы. Расул, валейкум салам. Ларис вам. Адам фон Грац. Анзор, как оцениваешь наше общее положение и чеченцев в Европе, и на родине? И какой первый шаг мы должны предпринять, чтобы прийти к успеху? Так, Адам, знаешь, что я заметил во время этой поездки своей, во время этих встреч? Я просто перечислять даже количество не хочу, примерно, я даже уже точное количество не помню. Но я увидел много наших братьев. Я пришел к такому выводу, что вот это внутреннее единство у нас есть. Есть. Я знаю, что ждут наши братья. Такой свой анализ всей этой ситуации сделал. Вот кто там трубит, что у нас нет единства и так далее, это, знаете, это даже в основном внушает нам. Внушает. Вот, когда я встречаюсь с этими людьми, я знаю и вижу, что мнение наше совпадает, и даже вот взгляды на будущее, какое мы будущего хотим строить, а также взгляд на прошлое, наши ошибки или там просчеты. Все это совпадает. И я так примерно свой план составил. Я потом приду к этому. И я знаю и уверен, что нам всем надо выйти из этого кризиса, в котором мы находимся. И в основном через вот своих агентов России удалось вот буквально вот внушить нам, что у нас нет единства, используя свою агентуру, которая находится даже здесь, в Европе, в разных странах, которые там, как я говорил, вешают ярлыки, они такие, а вот эти другие, а мы такие. То есть вот такие люди делят нас. Ну, алхамдулилlah, эти люди со своей безграмотностью сами себя выявили. Алхамдулилlah, вот так Аллах и захотел, вот Он показал нам лица этих людей. Ну, я потом вернусь к этому, иншаллах. Исмаил Ацаев, Анзор Бейну Мага. Всем говорит, что Аслана Масхадова мы носили на спинах раз так, что они сделали ради того, чтобы похоронить его, так как должно это быть в нашем адате. И почему не выдают тело для захоронения? Ну, Исмаил, я понял, про какого магу ты говоришь. Я посвятил этому магии несколько видео, ну ты понял, и я тоже. Во время своей поездки я встречался с нашими воинами, которые вот воевали против российских войск, против российских оккупантов.
и общался с ними. Они тоже вот так, то же самое говорят, вот, почему Хамбиев там говорит, что он там помогал Масхадову, чуть ли не на спине его носил там во время передвижения и так далее, ведь мы его там его не видели, вот так говорили эти муджахиды, эти воины, то есть были недовольны. Неправда, Хамбиева там рядом не было. И как я раньше говорил, покажите хоть одно видео, где Хамбиев сидит на каком-то военном совещании, где присутствует Масхадов там, и другие наши эмиры, командиры. Нет таких съемок даже. Он отсиживался у себя в селе Биное. Вел вот двойную игру, распустил свою армию, своих ребят, ну и потом перешел на сторону врага. А то, что они не сделали ничего, чтобы похоронить Масхадова, но дело в том, что все зависит от Путина. Можно ли отдать тело нашего президента или нет? Все зависит от Путина. Но если когда-то Путин сочтет, вот, что вот надо приподнять авторитет там Кадырова и так далее, то они могут пойти на этот шаг, зная, что Аслан Масхадов, наш президент, его любили в нашем народе, имел такой авторитет, так же, как и другие наши лидеры и эмиры. Но все зависит от Путина. Но, иншаллах, придет один день, мы все свое вернем. Иншаллах. Маркович Виктор. За чеченцев воевали добровольцы-арабы. А были ли добровольцы с других мусульманских стран, в частности с Азербайджана и Турции? Да, были, брат. Не только с Азербайджана или Турции. И было не такое большое количество тех же самых и арабов, там, может, там 20, к примеру. Говорю, я даже сейчас не могу конкретно назвать количество. Столько же, скажем, было из Турции, там 10, например, да. Но не столь много, как об этом трубит российская пропаганда. Не было столько много арабов или турков. Мартин Пак, оператора звали Саид Селим. По-моему, жив он или умер. Но я сейчас не хочу за Саид Селима говорить. Так-то да, я знаком, я помню его еще с Первой войны. Так, куда делся этот вопрос? А вы быстро пишете. Сейчас, секунду.
Давид Голдберг 16.04.96, колонна 245-го гвардейского мотострелкового полка, 245-й мотострелковый полк, да, и 47-й гвардейской танковой дивизии русских бандформирований была почти полностью уничтожена у села Ярошмарды. Да, операцией руководил Хаттаб, пропустив колонну. Ну, как вы знаете, обычная тактика. Берется, уничтожается первая бронетехника, потом замыкающая. И эта колонна была уничтожена. Как и бронетехника, так и военнослужащие. Это была удачная операция чеченского сопротивления наших вооруженных сил. Алмаз Битурин, я не понял вопроса. Надзор при обороне Грозного и в других операциях военные решения, как вести военные действия, принимал Аслан Масхадов или Дудаев тоже, так понял. Или же Дудаев был больше политическим лидером. Дудаев был наш главнокомандующий. Аслан Масхадов, уже будучи во всех фронтах, то есть его штаб находился именно в районе боевых действий, то есть ему приходилось выполнять свою работу, будучи начальником штаба. И там, будь это оборона, будь это штурм или атака, то есть всем этим непосредственно в первую очередь приходилось управлять начальником штаба. Конечно же, с разрешения, там, с указа, с приказа главнокомандующего. То есть я имею в виду, это мы имели единое руководство, и все у нас было организовано. Канат Абдул-Хадыров. Надзор ФСБ смог относительно быстро ликвидировать Дудаева. Нет, это было не ФСБ, это было ФСК в то время. Каких усилий стоило Масхадову продержаться до 2005 года? Если представить, это же очень тяжело и зимой, и летом в лесах и так далее. Да, это было тяжело. Постоянно в блиндажах. И если сравнить две войны, Вторая российско-чеченская война и Первая российско-чеченская война, то во время Второй российско-чеченской войны было намного тяжелее. То есть они использовали всю свою агентурную сеть, и нашим амирам, лидерам было, да, сложно передвигаться с одного места на другое или там войти в село, населенный пункт для отдыха и так далее. И в основном им приходилось жить в блиндажах, в лесах.
То есть было тяжело. А так, почему продержался до 2005 года? Ну, по воле Аллаха. По воле Аллаха. Ну, что, Мансур, какие же они были хорошие лидеры. Да, я помню свою первую встречу с Джохаром Дудаевым. Ну, я имею в виду, когда я подошел, увидел его или обнял его первый раз. И насколько это было мне приятно. Представьте, человек, которого ты уважаешь, чей приказ ты готов выполнить. Вот такое отношение было. И помню наше мирное население, которые сидели за телевизорами и ждали его прямого включения по телевидению. В то время у нас была передвижная телевизионная станция. И иногда Джохар выступал по нашему телевидению. Вот наши люди, вот, мирные жители ждали этого момента, чтобы услышать и увидеть Джохара Дудаева. Аллах азат поблагодарся масера. Тимою, я не хочу про этого Ахмата уже говорить. Если честно, то я брезгую называть имена этих предателей. Вот. Поэтому мы перейдем сейчас на другие вещи. Теперь будет все по-другому. Да, Василий Долгтрев, все так. Вы пишете, все-таки как решала лжепропаганда России, ведь люди верили, что в Чечне бандиты захватили власть и притесняют русских. Ну, понимаете, и вы это знаете, конечно, что мы столкнулись с таким государством, у которого есть многовековой опыт вот, в стравливании народов, начинании войн или конфликтов. Вот. И у них огромные ресурсы вот, для проведения такой работы, чтобы там очернить целый народ. Никакого притеснения русского населения на чеченской земле не было. Я это всегда говорю. Нет таких фактов. Я, наоборот, выставлял видеоматериалы, выступления самих русских, жителей города Грозного, где они рассказывают, как относились чеченцы к ним, каково было отношение. Я помню даже так получилось, да, мы заехали в город Грозный во время Первой русско-чеченской войны, шел обстрел из минометов и градов этого района. И мы с другом увидели русскую семью, которая пряталась в подъезде. С ними еще одна семья, оказывается, была в этом подъезде. Вот мы забрали эти две семьи. Ну, их было мало, но это были две семьи.
и вывезли из обстреливаемого российскими войсками этого района и отвезли в село моего друга, в его дом. И они там жили, насколько я помню, там месяца 4-5, потом они уехали оттуда, в Россию. Вот какое отношение было у нас к русским. Нас бомбили всех, не выбирали: русский ты, чеченец, ингуш, дагестанец. Убивали всех подряд. А вот то, что они говорят, что притесняли русское население, это было специально готовился вот такой ярлык, чтобы обвинить чеченцев в этом, чтобы оправдать свои действия во время агрессии, оккупации, вот все эти жертвы. Рахим Камалов: Майкопскую бригаду сами же офицеры отдали на растерзание чеченцам. Да, потому что не пришли на помощь, не поддержали. Вот какое отношение было у российских генералов к своим военнослужащим. Им было все равно. Было все равно. Мухаммад Technology Innovation. Валикум салам. Анзор, модераторы и все здравомыслящие. Рад тебя видеть, брат. Аноним 57. Дику алхамдулла. Хилмы везеру. Гарчеру. Ларейс хыр. Ларейс. Несущий мир. Валикум салам. Ладно, я как-то не хотел называть этого мерзавца. Табасаранец. Валикум салам, брат. Ты пишешь: здоровья тебе, брат. Расскажи, как-то Кадыров старший говорил, что имелся контакт с Масхадовым касательно сдачи. Имели ли место какие-либо переговоры по любым другим даже вопросам? Это выдумка, это ложь, это неправда. Это говорят мунафики, предатели, лицемеры. Никаких переговоров в то время не велось. Ни Кадырова, ни других. На это, чтобы он сдался, перешел на сторону, не было такого. То есть Кадыров в этом не участвовал никаким образом. Не было такого, неправда. Единственное то, что было, даже сам Аслан Масхадов, наш президент, наш лидер, он говорил об этом, что с ним связывался его когда-то бывший командир еще при советской армии. Фамилия его Боковиков. То есть Боковиков предлагал Масхадову почетный плен. И предлагал, давал все, что угодно. И даже разрешал
забрать всех, даже родственников, и выехать в любую страну. Вот такое было предложение, как почетный плен. Но Масхадов ему сказал, сейчас имя не помню, Боковикова, его бывшего командира, он сказал ему: ты, наверное, знал меня как офицера, но не знал меня как человека, как чеченца. Вот. То есть это был, конечно же, отказ. Так, Иса Мусаев. Анзор, ты с заголовком эфира снимаешь всю муть по поводу оппозиции. Гантемировцы, кокиевцы, автурхановцы. Эта муть является российской пехотой. Вопрос. Это российские формирования, это российский бандформирования, это российские войска. Они подчинялись ФСК, Федеральная служба контрразведки, подчинялись Генштабу России, подчинялись президенту России. То есть это были российские. И никоим образом ничего хорошего они не желали чеченскому народу. То есть эти люди стали против чеченского народа и тоже являются виновниками начала агрессии в 1994 году. Кирилл, вот вы пишете: Анзор, почему ни Басаев, ни другие командиры не смогли ликвидировать Кадырова? Были ли попытки? Было очень много попыток. Вот сейчас я все пересказывать не буду. С обеих сторон Басаев и другие чеченские командиры, да, пытались найти, достать Кадырова. Так же, как и Кадыров хотел достать и убить там Басаева, Масхадова и других. Вот. Но здесь ты называешь две фамилии. Я скажу, что Басаева убили российские спецслужбы, Аллады Халволи, то есть российские оккупанты. Кадырова же убивают тоже российские оккупанты. Василий Долгтрев. Даже модеров не видно, да? Все порядочные, все хорошие, да? Сейчас, секунду. Ну куда же делся? Да, вот. Кирилл, Анзор, какую операцию ты считаешь грамотно спланированной? Про операцию «Джихад» мы знаем. Может быть, были более мелкие операции, про которые мы не знаем, про которых с малыми потерями был нанесен большой урон. Но было очень много операций, вот даже вот буквально недавно я рассказывал про уничтожение колонны возле российской военной колонны возле села Ярошмарды. Там оборона возле поселка Долинский, на высотках Валероя, Новогрозный, Таргун, вот, и там многочисленные операции. Даже вспомним мартовскую операцию по захвату города Грозного. Это произошло в марте 1996 года.
Ну и, конечно же, самое мощное, которое шокировало не только российских военных или там Россию, ну и во всем мире, даже, как я раньше говорил, в военных учреждениях, военных НАТО в некоторых странах изучали эту операцию «Джихад» и преподавали, как бы, да. То есть операций было много. Ну, это ты сейчас, наверное, про первую русско-чеченскую войну говоришь. Исмаил Ацаев, иншаллах, похороним. Я же поэтому говорю, мы свое вернем, всему свое время. И, иншаллах, Всевышний нам поможет в этом. Вайга, дукка собордук. Ва алейкум ассалам. Нурлан Сермагомед, брат, вы можете сказать, сколько потеряли русские живой силы? Ну, я уверен, что мы сегодня, чеченская сторона, конкретно не можем сказать, сколько было убито российских оккупантов. И этого не скажет российская сторона. Им это невыгодно говорить правду. Да, они называют там какие-то цифры. Вот помните, нам говорили, что во время войны в Афганистане погибло столько-то советских военнослужащих. Все это было неправда. Их погибло намного больше. К примеру, я помню такие события, где наши подразделения там наносят такой мощный удар, погибают там 50 российских военнослужащих, а по телевизору говорят там, сегодня в таком-то районе произошел бой, российские войска не понесли потери. Или же они могли сказать там 2 убито, 3 ранено. А мы в шутку говорили, 2 убито, 1,5 ранено. В то время мы шутили. Убито огромное число российских оккупантов. И я помню даже одну фотографию, она есть в интернете. Фотография снята с воздуха, и видно очень много вот этой подбитой, сожженной бронетехники, танки российских войск, которые были уничтожены на чеченской земле. Это очень много. Я просто никогда не любил называть цифры, ошибаться. Опять про него. Так, валейкум салам, убил кой шибай. На первой войне Кадыров участвовал в защите Грозного? Нет, не участвовал. Не участвовал.
Ну, во время Второй войны это понятно, на какой стороне он был. А во время Первой, нет, он бегал со своим отцом, и то не всегда. Когда Кадыров Ахмед выезжал там на митинги призывать чеченское население, народ Чечни к джихаду. И мужчин, и женщин. Маркович Виктор, 90-е годы, междувоенные годы, так, междувоенные. Какая была экономическая ситуация в Ичкерии? То есть между двух войн, да? Нефтяная промышленность как-то работала или ничего не работало и была блокада со стороны Российской Федерации? Знаете, у нас было уничтожено все. Все было уничтожено. И мы как-то пытались восстановить это. И даже заключали договора, но эти договора России не соблюдались. Наоборот, она блокировала нашу республику со всех сторон, воздушная, сухопутная, во всем, экономическая блокада. То есть делали все, чтобы нас как бы задушить, чтобы мы не встали на ноги. Потому что им такая ситуация в республике была нужна. Это касается как бы ситуации, что как бы перед чеченским народом дискредитировать чеченскую власть, чтобы было недовольство, чтобы было недовольство, возмущение. Они в то время готовились к войне. Дейцар силахком. Оба ук. Правильно? Так оно и есть. Валахи Иса Мусаев, вот ты пишешь, мы вернем все северокавказские земли, это 300 тысяч квадратных километров. 7 хватит. У братьев Северного Кавказа всего лишь 100 тысяч сейчас. Иншаллах, вернем. И не будет больше таких провокаций, которые вот происходят сегодня. Именно чтобы стравить все эти народы, и чеченцев, и ингушей. Вот. Наступит этот день, иншаллах. Так. Краш, где-то я тебя видел. Как ты относишься к Басаеву? Считаешь ли его преступником, так как он шел против воли президента? А я возьму и не отвечу на этот вопрос. Вот так вот. Я буду говорить о преступниках России и тех, которые работают на Россию. А давать вам пищу, чтобы вот там Анзор это сказал, Анзор вот это сказал, я этого делать не буду.
Давайте поговорим про Куликова, про Шаманова, Буданова, кто там еще, Грачева, Ельцина, вот этих преступников поговорим, которые виновны в убийстве наших братьев и сестер. То есть моя сегодняшняя такая принципиальная позиция. И мы уже не будем становиться в такую позу, чтобы за что-то оправдываться. Вот. Пускай оправдываются те, которые начинали эти войны. Вот наша позиция. А все, кто воевал против российских оккупантов, Аллах доехал больше. Пусть Аллах помилует их всех. Дейцер Сивахком, Анзор, расскажи, когда начались разговоры про геноцид русских в Ичкерии. Вот насколько я помню, да, во время, еще до начала Второй войны, были разговоры, вот там притесняют и так далее. Но потом, уже в 1999 году, вот, начиналась Вторая война, они это массово начали распространять вот эту свою версию, да, вброс такой был, что вот там чеченцы притесняли русских. Там кто-то написал какую-то книжку, я пролистал эту книжку, там вообще ничего не совпадает, даже география города Грозного. То есть писал какой-то непонятный человек. Потом был фильмы снимались о каком-то геноциде русского населения в Ичкерии. Неправда. Мы жили хорошо, мы жили в мире, пока не пришли российские войска, пока Россия не навязала чеченцам войну. У нас все было хорошо. И мы жили лучше всех, даже на Кавказе. К нам приезжали закупаться товаром. У нас были хорошие, доступные цены во всем. Вот. Люди приезжали из России, даже автобусами. Вот. Чеченцы это помнят. Ну, это до тех пор, как не началась Первая российско-чеченская война. А потом уже начали убивать всех. Эти же российские войска. Если был геноцид, то был геноцид жителей Чеченской республики Ичкерия. И чеченцев, и русских, и всех других наших братьев, которых убивала российская армия. Да, вот именно, Василий Долгтрев, вот об этом я и говорю, что, ну, ты говоришь Берлин, да, вот ты обращаешься к нему, бессмысленно говорить сейчас о том, чья земля, потому что земли оккупированы Россией, да, вот именно вот эти земли, о которых там сегодня говорят везде, кто-то на этом ловит хайп, это оккупированные земли. Сегодня эти земли находятся в оккупации. И эти вопросы вообще не могут подниматься. И не нужно поднимать. Не надо вестись на эти провокации. Ва алейкум салам, Алару. Ламан хуа. Ва алейкум салам, Машуа.
Andrew Phillips, وعليكم السلام سوش. كيف ديك ما يبايع دير خلق خات سوش. سعيد راس كيف واتنا يا سمعت. وعليكم السلام سعيد. Маршрут. Конечно, Василий Долгтрев, ты пишешь, если бы не эта бойня, я уверен, под руководством Джохара сейчас бы Чеченская республика Ичкерия процветала. Если бы Россия не начала бы войну в 1994 году, то многие были бы живы. Это огромные жертвы. И тот зеленый Грозный со своими парками, улицами был бы вот так сохранен тоже. Я много раз слышал, что им нравится тот Грозный, который был уничтожен Ельциным. Мы жили бы лучше. Сейчас. Сайт Олег, как я сейчас вот так коротко скажу тебе, ты меня спрашиваешь, Анзор, скажи, пожалуйста, свое отношение к таким воинам, как Абдул-Рахман, Хамза, Нурдин, Асадулла, Шериф. Надеюсь, ты помнишь их. Ну да, я многих знаю, но какое может быть у меня отношение, кроме как героям, да? Я уважаю, без разницы, будь Муджаид, будь это Амир, будь это лидер наш, всех одинаково, всех тех, которые отдавали свои жизни, воевали против российских оккупантов, это для меня герои. И те, кто пытается хоть что-то сказать в их адрес, я со своей стороны сделаю все, чтобы не позволить этого. У нас появляются здесь такие, я раньше называл их, которые пытаются как-то их оскорбить. Вот эти мерзавцы, это мерзавцы. Сундера, Шабеша, Бавежрибу, это наши братья, и я ни в коем образом их делить не буду. Аллах газут хобал дэр лайдамон чера. Исмаил Ацаев, Анзор, можешь вспомнить, когда был геноцид в Самашко? Джохар был живой? Да, Джохар был живой. Самашко, 95-й год. И помнишь ли ты, когда стал Джохар шахидом? Конечно, помню, 96-й год. Я помню тех людей, которые вышли из села Самашки, как они рассказывали, как их вывезли всех из этого села. Некоторых на машинах вот штабелями вот так положили на грузовую машину, вывозили, как они устроили вот эту бойню.
стреляя по домам из огнеметов, закидывая в подвалы гранаты, где прятались женщины, дети, старики, и убили много мирных жителей. И, конечно же, помню, как первый раз я это услышал по радиостанции, по рации, когда был убит наш первый президент Джохар Дудаев. Аллах да ехал больше массово. Алхан, знаешь, твой вопрос, тяжелый вопрос. К примеру, ты вот спрашиваешь, в чем причина того, что народ настолько боится сказать слово против Кадырова и его режима? Ведь чеченцы всегда славились храбростью и отвагой. Алхан, говорят и будут говорить. И еще наступит тот день, когда люди припомнят все, что они делали с чеченским народом, за эти унижения, за эти истязания, убийства, пытки. Народ напомнит им. Конечно, мы знаем, что это халуи, холопы Кремля, и все это делается с разрешения Путина. То есть им мы дали республику, делайте все, что захотите, дали огромные суммы денег, и сегодня дают, и разрешают вот так делать все, что им придет в голову. Именно, и даже указали, чтобы именно вот такими методами унижали чеченский народ. Но наступит, иншаллах, этот день, и народ напомнит, все припомнит. Аминь, я Аллах, аминь. Мистер Муслим насчет слов Джохара Дудаева, Беляш себе заехал Бюбельч, отец Мадолыш. Ну, я скажу, как я понял. Воин, который отдал свою жизнь, защищая свой народ, то есть в священном Газавате во время священной войны, он по исламу, как его душа не умирает. Мы не должны говорить, что он убит. Вот это, наверное. Краш, я понимаю, конечно, признаю преступления Шаманов, Будановых, Трошевых и так далее, но не считаешь ли ты, что нужно признавать те ошибки и преступления со стороны чеченского сопротивления? Я даже сейчас не буду говорить, что были какие-то преступления. Это мы между собой так будем обсуждать. Почему мы не слышим обсуждения каких-либо преступлений там, на центральном телевидении России? Вот даже сегодняшние преступления, вот я говорил там режим Кадырова, да, хотя это путинский режим, это его холопы. Почему мы не слышим, чтобы по центральному телевидению, там, в средствах массовой информации передавали эти преступления этого режима? Почему мы не слышим это?
Сейчас, секунду. Казах-1. Анзор, в интернете есть видео, где в 95-м году, в мае, в одном доме собрались Зелимхан, Аслан, Шамиль, Кадыров и другие. Говорят, во время этой встречи русские обстреляли то село. Помнишь тот день? Ну, если ты говоришь про Махкиты, про Первую русско-чеченскую войну, то да, я помню, я был там, находился в этом селе. Как они бомбили это село, а также ближайшие селения, убили мирных жителей. Я помню ту картину, когда одна бомба упала, взорвалась прямо в подвале большого дома, в котором прятались окружающие соседи, забежали в этот дом, в этот подвал, потому что у них подвал был большой, и все погибли. Это женщины, дети, старики. Молодые говоришь. Ну, скорее всего, ты про это говоришь. Саид, ваша Алла рейсвил, он Алла рейсвил масанаху, ишвай аслана, чо тиешми хил муджаич буш, шабеш Алла ниятя дакилхан буш. Хотя Аслан дюхал буй вахабиш шбуша